Добрый вечер. А теперь о главном. Кыргызский МИД заявил вчера вечером, что в видеообращении посла США Дональда Ло от 5 декабря есть элементы вмешательства во внутренние дела и давления на следствие. Эти незыблемые принципы как международных отношений, так и национального законодательства не должны нарушаться ни в каких благих целях, говорится в сообщении МИДа, опубликованном на Твиттере. Что бы ни было причиной для таких заявлений, они должны восприниматься, наверное, как некоторые порицания, хотя сам посол и посольство могут это интерпретировать как ответ на их борьбу за правду и справедливость. Но это было бы приемлемо для каких-то враждебных стран. 2 днями ранее тот же посол во время встречи с кыргызским министром предлагал помощь правоохранительных органов США в борьбе с криминалом. Обращение посла Дональда Лу было показано в субботу на виртуальной церемонии вручения национальных премий в сфере профессиональной журналистики «Стремление-2020», организованном представительством Интерньюз в Кыргызстане. Лауреатами стали около 30 журналистов, в том числе Адиль Турдуколов, Гладис Темирчиева, Метин Джумагулов, Александр Ли. Но обращение посла касалось совсем другой темы. Какие новости в Кыргызстане были самыми важными за последние 18 месяцев с момента нашей последней церемонии вручения наград? Выборы? Коронавирус? Революция? Нет. Самой важной историей последних 18 месяцев было журналистское расследование о преступной империи Раима Миллиона. То есть все жители Кыргызстана, власти и аналитики, независимые юристы, руководители соседних стран обсуждают политическую ситуацию в стране, пытаются хоть каким-то образом помочь, а по мнению посла, оказывается, не это главное, не на это надо обращать внимание и не над этим необходимо работать. Главное – расследование радио «Азаттык», которое сами же в США и финансируют. Очень объективно. Если бы господин Ло сказал, обращаясь к участникам, что подобные расследования должны бы стать эталоном и примером для других журналистов, это можно было бы понять. Если бы он сказал, что на него лично эти расследования произвели сильное впечатление, это тоже было бы понятно. Но посол открыто утверждает, что революцию и даже пандемию коронавируса вообще нельзя сравнивать с этими расследованиями. Наше общество никак не может избавиться от непотизма или землячества, а посол как раз показывает пример пристрастия. Он даже призывает журналистов и гражданских активистов быть еще смелее, потому что власти сами с криминалом не справятся. Это правильно, надо помогать, но Пушкин как-то написал Вяземскому: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, когда со мною это чувство разделяет иностранец». Правительство привлечет преступников к ответственности. Но оно сделает все эти вещи только в том случае, если против них выступят смелые люди. Это работа журналистов, активистов гражданского общества и отважных лидеров этой страны. И на пути к этой цели у Кыргызстана есть полная поддержка его международных партнеров, включая Соединенных Штатов Америки. Посол упомянул о парламентской комиссии, которая в действиях Матраимова не нашла коррупции. Но у комиссии по убийству в ноябре прошлого года в Стамбуле Айркена Саймаити главной целью было выяснить связь некоторых кыргызских депутатов с убитым. Они себя, конечно, обелили. Связь Матраимова с 700 миллионами долларов не нашли, так как там и не юристу все понятно, но расследование действий Матраимова у них не было главной задачей. Помощь США в расследовании кыргызского криминала, конечно, не помешала бы. Тем более, что 8 лет назад Вашингтон объявлял награду в $1 миллион за информацию о них и даже включал их в свои санкционные списки. Но кыргызские власти начали действовать по-новому. Пусть задержанный возмещает хоть что-то государству. О подобной тактике посол тоже мог бы поделиться своим мнением. Но, конечно, не в публичных заявлениях. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Аип. Всего вам хорошего и до свидания.